Все, доброе утро, проснулись, хорошо поспали. Вот сейчас. Ох. Солнышко все так же задымлено. Вот, я посмотрел, там канадские пожары, там ужас, что творится вообще. Там на севере. Капец, там как горит все. Вот, и это очень огромная площадь, наверное, половина Северной Америки сейчас в таком дыму. Ну как в дыму? Наверху, здесь, в принципе, внизу ничего не чувствуется в плане запаха. Может быть, такая иногда такая тонкая нотка такая вот горелого леса. Вот. А в целом, ну, не чувствуется. Единственное, только вот задымлено, получается, в дымке солнца. Но от этого тоже есть плюс, как бы солнце не жарит сильно. Вот. Не знаю, но качество воздуха плохое, как бы по всем там параметрам. С утреца прогулочку такую двухмильную сделаем вдоль берега. Там до косы дойдем. Обратно. Спешить некуда, хорошо. Дошли до проливчика. Здесь там озерцо внутреннее небольшое. Вот пролив с главным озером. Вот. Красота здесь. Вот этот цвет воды, вот этого цвет лесной речки, да, у меня ассоциируется с детства с лимонадом Байкал. А само озеро Байкал у меня ассоциируется с лимонадом Байкал тоже. Хотя цвет Байкала, озера, он не такой. Но вот из-за лимонада Байкал, мне кажется, что он такой. Да. У нас тут снова грунтовки. Кайфовая пока. Вот так, не знаю, миль 20-30 надо будет проехать. Вот, чтобы уже доехать до конца этого полуострова. Кстати, это остров, если посмотреть по карте, это не полуостров. Вначале идет полуостров, а потом остров уже, другая часть. Она разделена проливом. Там как речка такая. Неприятная дорога довольно-таки. Много крупных камней. Вот. Самая неприятная гравийка пока здесь. Прям быстро не разгонишься, медленно очень приходится ехать. Ладно, что. Остановились по дороге. Здесь очень много малины по обочине растет. Здесь очень хорошая малина. Да, какая большая. Вкусная? Ага. Спелая. Да, некоторые еще не спелые, не все сошли, дошли еще. Вот эти вот еще нет, еще не дошли. Так, мы тут приехали на водопад, сейчас припарковались. Идем на водопад, я не знаю, сколько там идти. Места вообще дикие, мы ехали миль 20 по грунтовке. Вот, тут приехали, тут одна машина только стояла, они все уехали. То есть вообще никого нет, несмотря на то, что это суббота. До сюда вообще почти никто, видимо, не доезжает, не хотят особо ездить. Вот, ничего, пошли смотреть. Здесь малинки больше на цветы похожи, чем на малину даже. Можно взять его? Это, по-моему, я маленькая. О, какая красота. Сейчас спустились к озеру. И сейчас надо вдоль этого берега к водопаду идти. Обалдеть. Вот тут вообще Швеция. Волны прям как на море. Ветер оттуда задувает. Кайф. Скала бьется. И клюквочка здесь есть. Клюква зеленая пока. Шиповник тут есть, он красавец. Родной шиповник. Здорово.
что, вот этот водопад под названием, водоскат под названием Монреаль, красиво. Ну, тут много французских названий. И еще здесь есть много ягодки. И да, здесь просто много ягодки, я вижу. Они все вижу ягод. Да. Много ягод. Да. И я тут наша мама чистит тоже. Ну вот, тоже в тему. В общем, можно сказать, этот водопад апогей нашего путешествия. По сути, мы сейчас уже в самой северной точке. Вот пусть будет здесь, короче, самая северная точка нашего путешествия. И теперь мы потихоньку будем скатываться на юг, вниз. Этого вообще не хочется, но надо. Бывает, школа уже скоро. Папа, я вижу вот эти ягодки тоже. Классно. Тут вообще здорово, не хочется уезжать. Очень классно. Но ехать назад потихонечку. Мичиган прекрасен, конечно. Я не ожидал, что это такой офигенный штат, что он такой красивый. Очень классно. Да, очень. Слов просто нету слов. Даже грустно вообще немножко. Вода так расслабляет. Сейчас идем назад, только вообще сил нету. Ну, прям даже купаться не надо. Вот реально вода очень расслабляет. Вначале посидели возле водопада, потом повалялись на каменном пляже возле озера. Прям вообще такой расслабон сейчас. Так хорошо. Как будто все вот плохую энергетику забирает, вот такую усталость, всю какую-то, не знаю, вот. И ты чувствуешь себя таким чистым, очищенным, как будто после бани, наверное, вот такое чувство. Как будто после бани вышел. Вон люди малину ходят, собирают. А у нас, по сути, остались последние мили по гравийкам. Сейчас мы скоро выйдем уже на асфальт, и на гравийке больше выезжать, в принципе, уже не будем никогда. Вот, поэтому прощаемся с гравийками. Едем спокойно, не спеша. Неприятно очень. Устал ездить по этой гравийке. Вот, камней много. Сейчас здесь нормальный участок, конечно. Вот, но в целом вообще прям по пескам лучше ездить. Конечно, с перспективой встрять, но по пескам гораздо приятнее и мягче ехать. Фу, наконец-то грунтовки закончились. Вот она заканчивается. И начался нормальный асфальт. И не просто асфальт, а началась 41-я дорога. Вот, начинается отсюда она. И символически она идет прям во Флориду, в Майами. Вот здесь есть карта ее. Вот она начинается вот здесь. И вдоль там через вот Чикаго. Вот и идет вниз. По ней мы, конечно, ехать не будем, потому что это в 2 раза дольше будет, чем по хайвеям ездить. Потому что она во все города, во все поселения будет заезжать, в какие можно только на своем пути. Вот, но символически здорово. Вот, и 1990 километров, да, вот написано ее протяженность. Вот. Ну, до дома, да, практически 2000 ехать. Практически 2000. Фу. Машинка отлично все едет. Все хорошо. Да, встали на привал здесь. При красоте такой. Да. Это мы уже с северной стороны этого острова. И получается, если уж быть дотошным, то вот сейчас мы вот это идет дорога, она идет ровно. Мы в самой северной точке своего путешествия.
Все, мы с острова выехали на большую землю. Солнце такое красивое. Очень красивое. Все, доброе утро. Сегодня проснулись. Сейчас доехали до трейла, буквально 40 миль. Вот это вдоль дороги. Сейчас пойдем по трейлу. Там водопад какой-то красивый должен быть, короче. Каждый день надо все равно гулять, несмотря на то, что надо ехать. Все равно гулять, потом покушаем и вот дальше будем уже ехать. Да, уже на Висконсин скоро, штат. Вот, так что пойдем. Да, это, кстати, трейл, это часть огромного трейла через вот все Великие озера практически вот начинается с Северной Дакоты. И он вот так вот идет и до Вермонта, короче, обалдеть. А мы вот маленькую часть здесь. Вот здесь мы, получается, маленькую часть с ним пройдем до фалса. Блин, классно. Это сколько здесь есть информация, сколько это миль-то? Что-то нет. Вот ближе. Вау! Давай фоткаться здесь. Ладно? Папа. Вот так вот трейл дальше вот и идет. Блин, классно бы, конечно, по нему пройтись. Может, когда-нибудь до хайкинга такого серьезного созрею. Вот, а сейчас вот водопады смотрим, там вот водопадик. Ну, потихоньку прощаемся с этой природой. Сейчас вот еще вот Висконсин, вот эти леса будут. А потом дальше уже все, там сельскохозяйственные районы пойдут. Там уже лесов практически не будет, таких огромных площадей. Вот, поэтому наслаждаемся сейчас. Вот сейчас будем ехать и все. Там дальше уже до Апалачи, когда мы в Апалачи снова будем проезжать, до Теннесси как бы ничего не будет. Пару дней, наверное. Сейчас здесь у нас последний привал в Мичигане. Тут буквально граница уже начинается, Висконсин. Да, Мичиган, спасибо этому штату огромное. Он прям влюбился я в него, именно в северный Мичиган. Не южный, потому что этот прям штат строго на две части разделяется. И географически, и социально он вообще разный просто. И вот северный Мичиган это просто... Да, я бы сюда переехал бы. Ну... Буду стремиться к этому, по крайней мере, мне очень понравилось. Буду изучать информацию по нему, потому что во Флориду я вообще ехать не хочу, капзецки. Не говори мне. Фух, приехали на Пайлот, сейчас взяли один душ, там ждать, короче. Вон, очередь, 11 гостей, вот мы 11-е, видимо. Вообще долго. Сегодня 400 миль уже проехали, устали вообще. Помыться надо, покупаться. Мы больше недели не купались, все чумазые, грязные. Пока ждем, взяли пюрешку с курочкой. Да. Ой, так непривычно после лесов смотреть на сельскохозяйственные угодья. Да. Наконец-то дождались. Тут такой шикарный душ в Пайлоте. Кстати, он бесплатный. Я попросил Серегу, нашего приятеля, земляка моего. Он-то дальнобоит. У него там эти души копятся у него там. И ему девать их даже некуда. Вот я его попросил, номер карточки он мне дал. There's
Все, доброе утро. Сегодня понедельник, 4 августа. Мы в штате Иллинойс. По сути, мы параллельно городу Чикаго сейчас. Вот, вчера уже затемно мы помылись, и я вот затемно приехал, нашел вот этот парк. Ну, трейл здесь начинается, здесь уже глухие деревни такие, сельскохозяйственные. Вот, сейчас пойдем гулять. На трейл сразу хорошо, вот спать возле трейлов, сразу с утра проснулся, пошел гулять. Погода офигенная, такой ветерок прохладный, по полям гуляет. Класс. Блин, как здесь классно, такое разнотравье. Тут чуть-чуть Чувашию напоминает здесь тоже. Эти поля. Там опушка леса такая. Шикарно вообще. Дубы, наверное, там еще. Да, здесь такая дубрава шикарная. Офигеть, как классно. Лесной оазис среди полей. В Иллинойс, если посмотреть на карте со спутника, то там вообще одни поля, лесов вообще нету, не осталось ничего. Очень густо заселено. Вот, а тут такой, говорю, оазис лесной. Класс. Кто-то укусил меня. The tree falls to the water. That tree falls. Ох, мы тут вышли к водоскату такому. А это что-то как будто неприродное. Ну, вроде природное, не бетонное. Как будто плотинка такая. Похоже очень. Но нет, это природное, там скалы видно. Обалдеть. Класс. Да, ну это не природное, это похоже на природное, но слишком вот здесь, слишком ровно. Поэтому тут специально сделали прудик такой. Ну да. Просто, видишь, слишком ровно здесь. Ну, такого, я не знаю, не бывает. Да, ну точно это искусственное, но все равно красиво. Такой водоскатик. Какие желуди здесь красивые у дубов. Шляпка прям. Вот мы шли и короче, стоим здесь, ну, отдыхаем, кайфуем на этой плотине. Приходит какой-то хрен, говорит, это, говорит, private property. Ну, не то, чтобы он выгонял, он не выгонял, просто говорит, ну, а как вы, говорит, сюда попали? Я говорю, ну, по тропинке шли вот так. Он говорит, ну, окей, говорит, типа, мы, говорю, сейчас уйдем. Он говорит, окей, thank you, типа. Вот ему делать нехрен, вот этому чуваку, вот прийти сказать, что здесь private property. Мы что здесь, блядь, окапываться, что ли, собираемся? Ну, пришли, тут тропинка шла. Во-первых, никаких указателей не было, что здесь private property. Блядь, вот это Америка во всей красе, блядь, вот это вот Карановская. Он не выгонял, он не ругался, ничего. Он говорит, я говорю, мы сейчас уйдем. Говорю, а как вы, говорит, сюда попали? Блядь, как будто мы здесь реально собираемся строиться капитально.
Вот старуха пришла, вот старуха начала ругаться уже. Да, мы сейчас уйдем. Вон ругается старуха, мразь. Типичный портрет нынешней Америки. Это вот такая вот типичная старуха Карен. Истеричная такая, кричащая. Да? Вот это вообще кобзец. Ненавижу. Вообще такие мрази тупорылые. Видят же, что, ну, дети там отдыхают, я не знаю. Нет, надо вот орать, говорить, что здесь private property. Вот ненавижу Америку за это вообще. И такое сплошь и рядом. Вот поэтому в диких местах там вот и классно гулять. Где вот Мичиган, где людей мало. А вот где до хрена людей, они тут за свое private property, как будто, я не знаю, там собираюсь что делать, атомную электростанцию устроить, я не знаю. Такие твари просто конченые. Притом никаких сайнов, ничего не было. Вот мы смело гуляли, понятно. Если бы там был сайн, там private property, мы бы даже, ну, не пошли, естественно. Я не хочу там ругаться или что-то. Ну, хрен с ним, private property. Там никаких сайнов, ничего не было. Тропинка просто шла к этой плотине и все. А эта речка, видимо, это уже там вся private property. Короче, бля, это просто задница какая-то. Вот Америка, блядь. Вот. У них тут все продается, все можно купить, то есть даже какие-то природные, я не знаю, там объекты, речку, все, речка не твоя, короче. Ну, видимо, в этом штате, наверное, так вот. Вообще, настроение обязательно кто-нибудь подпортит. Она еще старуха там такая... орет так, ну, видит же, что человек с детьми идет, им вообще насрать здесь. С детьми-то, не с детьми, короче, вообще похер. Ну, просто истеричные, тупорылые люди, короче. Я не знаю, как про них сказать. И такая, я там, Джон, у нее кто там, вначале муж, видимо, ее пришел такой. Он говорит, ну, он вежливо говорил, а это, говорит, как вы сюда, говорит, попали, это private property. Я говорю, ну, мы сейчас уйдем, окей, там. Я не стал выяснять, а где сайн, почему. Ну, нахер мне это выяснять. С этими тупорылыми людьми просто проще сказать, да, мы там сейчас уйдем, нахер там выяснять, а почему нет у вас тут знака. Вот, он такой, окей, спасибо, типа ушел. И вот старуха пришла и начала кричать, короче, говорит, Джон, там, вызывай полицию, говорит. Вообще смешно, конечно. Сейчас в машине срач, конечно. Вот. Что хотел сказать по поводу сидения. Вообще удобная очень машина для дальних дорог. У меня устает все, что угодно, только не спина. Сидеть очень удобно. Там боковая поддержка классная. Я никогда на таких удобных сиденьях не сидел. Поэтому могу долго ехать вообще без остановки. Такого никогда не было. Обычно 2 часа и все, там уже все ноет, болит. Здесь все отлично. Капец, дожди попали. В омут успели сходить. Ох, мы сейчас приехали на Кентукские водохранилища. Красота здесь такая. Это Tennessee River. И вот на ней там большие такие эти водохранилища сделаны. Закатик после таких мощных ливней. Чё? Чё молчать? Все, доброе утро. Мы хорошо поспали. Правда, жарко уже. Если температура выше 20, уже жарковато. Вот, сейчас едем дальше. Вот, заехали к бизонам. Тут, короче, питомник бизоний. Вон они там тусуются. Я не знаю, увидим ли мы еще ближе кого-нибудь. Вот, $5 за въезд платишь, и вот ты едешь по этой дорожке. Вон там тоже человек. А? Вон они там, красавчики. Я первый раз никогда, по-моему, не видел ни бизонов, ни зубров. Ой, я вижу маленький бизон. Я вижу детеныша. Вот это машина. Не, нам, короче, мы не в то время приехали, нам не фартануло чуть-чуть. Они тусуются там в лесу, короче, уже поели, видимо, отдыхают. Вот. Просто, судя по фоткам, они прям на дорогу выходят.
между машинами ходят, вот. Но не сегодня, ну, не для нас. Мне поздно. Не, гоню, вот сейчас мы увидим их, они вот там идут, мы сейчас на второй круг уже пошли. Вот, они там близко к дороге уже подходят, так что увидим. Страшный такой, огромный, блин. Да, пошли. Мама. Вообще огромный. Это самый большой вообще, да, всех? Да. Офигеть. Мамонт вообще. Смотри, какая писюна торчат. Еще идет тут. Блин, тут даже в машине страшно сидеть, честно говоря. В машину такими рогами можно проколоть, да, ну, хоть нефиг делать. Папа, I say hi. А все стадо через нас прошло, в общем, повезло. Я думал, не повезло, а все повезло. Как оно большое? На второй круг просто, и все, надо было дойти. Это, блин, страшно. В машине даже себя безопасно с ними не чувствуешь. Там такие здоровые самцы стоят, вообще капец. Они такие. Turn. А еще поближе фоткать. Папа, папа, let's turn. Let's try to turn. I'm gonna turn. Гравики еще не закончились. Мы сейчас в Алабаме заехали в лес. Тут место искать под ночевку. Мы все на реке Теннесси. Здесь уже не водохранилище, хотя оно практически здесь начинается, если смотреть по карте. Тут оно узкое уже. Ну чё мы? Заехали в Макдональдс, мы уже в Алабаме, короче. Сегодня мы доедем. Планировали завтра приехать, но сегодня была ужасная ночь, было очень жарко. Ну как очень жарко. Короче, у нас есть сетки москитные, вот. Эти москитные сетки не пропускают воздух, а без этих сеток там комары налетают. И, короче, сегодня я снял эти сетки, комары налетели. Ну, какой-то период их не было, а потом они налетели, короче, и закусали ночью. Я не выспался. Я думаю, нахрен, еще такую одну ночь я не хочу. Сейчас тут на югах, тут сейчас во Флориде, мы почти на границе с Флоридой уже, в районе Таллахасси. Вот, и я думаю, нафиг, доедем до дома сегодня, добьем, короче. Вот, на югах, конечно, тут вообще такая атмосфера. Вот не знаю, не люблю я юг, я все-таки северянин. Мне прям вообще все здесь не нравится. Даже в Макдональдсе такой сервис хреновый здесь, черный, потому что там, ну, вообще распиздяйский очень. Не то, что черный, просто распиздяйство такое. Сейчас остановились чуть-чуть на рестере, попинать мячик, а то еще 3 часа осталось до дома. Мы уже дома почти. Ну
что, уже доброе утро, следующий день. Вчера мы приехали, нужно подвести небольшие итоги путешествия. Вот сразу покажу наш пробег, 3874 мили. Я уже посчитал, перевел это для вас. Если по-российски брать, это 6000 километров, плюс-минус. И это такое же расстояние, как от Чебоксар до Байкала, ровно. Вот как будто мы на Байкал съездили, тоже на озеро, только на другое, на другом континенте. Вот такое же расстояние, вообще прикольно. Вот, 3800 проехали. Что там дальше? Средняя скорость 44 мили в час. И расход вот 22 мили на галлон. То есть расход нормальный. Ни много, ни мало, как бы нормальный, так скажем. В целом впечатления классные, конечно. Озера просто шикарные. Немножко утомила обратная дорога, но это, наверное, как всегда обычно. Вот. А так вот прям чувствую, прям насытился вот этой красотой. И я понимаю, что мне хочется жить там. Вот. Там круто. Там такой родной климат, родная природа такая практически. Что там было очень хорошо. С детьми очень классно путешествовать. Дети вообще очень им понравилось. Они классно везде гуляли по всем трейлам. Сколько мы там пешком проходили. Дети вообще отлично все прошли, потому что первый опыт с ними такой был. Вот, дальнего путешествия. И им понравилось, мне понравилось. И все молодцы, короче. Так что всем спасибо за просмотр. Вот, всем удачи. Вот.